Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Мы продолжаем общаться с гостями и участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз» в нашей выездной студии. Безусловно, одно из больших направлений работы форума – это информация и различные дискуссии о том, как сегодня живут современные медиа. О том, чем живет ВКонтакте, мы сейчас и поговорим с Николаем Афиногеновым, руководителем направления продвижения аналитики ВК. Николай, добрый день. Добрый день. Рад приветствовать вас у нас. Взаимно рад вообще посетить, наконец, Якутск. И, собственно, и «Цифровой алмаз». И «Цифровой алмаз», Успели уже провести здесь какое-то время? 5 часов назад стартовал первый день форума. Какие впечатления, какие ощущения? Да, мы с коллегами провели как раз на вашей площадке такую мощную, мне кажется, панельную дискуссию, где обсудили вызовы, которые стоят перед региональными СМИ в современных реалиях. Получилось интересно, живенько. Много активных участников форума, которые задавали вопросы. Я думаю, что мы сейчас тоже немножечко по этим вызовам, Да, вызовам может вопросы быть, мы поговорим. пробежимся. Давайте не то, что пробежимся, а детально углубимся. Какой главный вызов сегодня стоит перед региональным телевидением? Ну, мне кажется, что вообще телевидение в целом, оно пришло к тому, что оно очень долго сопротивлялось интеграции с социальными сетями, да, и с интернетом. Но как будто уже для всех очевидно, в том числе и для региональных медиа, что пора уже прямо браться за руки и плотно интегрироваться в социальные сети, потому что у вас есть огромное количество качественного журналистского, новостного и не только контента, который всего лишь нужно немного адаптировать под социальные сети, и это расширяет вашу аудиторию, это позволяет нашей аудитории, которую мы ценим и любим, потреблять контент в том виде, в котором сейчас привычней и удобней, да, и не обязательно там дома, собравшись у телевизора. Плюс у вас есть большое преимущество контента на национальном языке, да, которое тоже хочется, чтобы... У вас есть такая задача, я знаю, да, мы немножко общались с вашими коллегами старшими, что хочется сохранить язык, хочется продвигать такой контент, и как раз соцсети лучше, чем соцсети, на молодую аудиторию не распространят этот контент. Вот давайте тогда, вы сами сказали, что пришло время браться за руки. Раньше же существовало как? Какое мнение для журналистов? Телевидение умирает, приходят соцсети. Потом, спустя значит, с 2022 года, где-то вся эта ситуация обратно поменялась, и телевидение вернулся, может быть, вернулся прежний вес. Медиа тоже набирают. Сейчас это только политика сосуществования? Я никогда не считал, что кто-то где-то умирает. Очевидно, что аудитория меняется и у социальных сетей. Да, мы до старта уже успели чуть-чуть обсудить, что раньше все считали там, в коммерческом секторе, что ВКонтакте сидят одни школьники, бессмысленно там что-то делать, никто там покупать не будет. Сейчас те самые школьники здесь сидят в студии и общаются, да, друг и с другом, обсуждают перспективы развития в социальных сетях региональных медиа. И здесь то же самое. Аудитория телевидения меняется, аудитория социальных сетей меняется. Никто никуда не исчезнет окончательно и не денется, но это постоянное сейчас, в данный момент времени, такое количество контента, такая скорость у нас, в принципе, стала жизни, да, и информационной повестки, что нужно что-то менять, следовать трендам, иначе вот как раз то самое забвение, оно не глобальное у телевидения, а у каких-то отдельных конкретных проектов может случиться, если упираться и не становиться лучше. Мы же и как люди, да, тоже, если ничего не делаем для своего развития, то в конечном счете просто перестаем там двигаться по карьерной лестнице, как-то развиваться. Здесь ровно то же самое. Николай, тогда хочу спросить, а есть ли какой-то универсальный рецепт для медиа, чтобы оставаться интересным и прежней аудитории, и генерировать новую? Ну, волшебных таблеток, конечно, нет. Да, здесь, опять же, тоже подойдет аналогия с артистами проведем, с артистами, которые все поют артисты, да, но кто-то суперзвезда, а кто-то там какой-то нишевой Кто-то поет чуть лучше, да? Да, кто-то поет чуть лучше. И это, кстати, не обязательно, да, кто-то просто успешнее, потому что пробует, экспериментирует и находит свой путь, который дает результат. Здесь ровно то же самое. Нужно экспериментировать, смотреть на опыт коллег, конкурентов, иногда даже на зарубежный опыт, экспериментировать, и когда вот какая-то такая вот рабочая схема получается, да, ее нужно хватать за хвост, пока она работает, из нее выжимать максимум. И тогда успех
гарантированно. Тогда вот, если говорить все-таки уже напрямую о ВКонтакте, о методах продвижения и генерации контента, какой сегодня контент привлекает самый большой трафик? Ну, мы уже почти можем с Новым годом друг Ну, друга поздравлять, практически, да. поэтому, да, можем чуть заглянуть в тренды 2025 года. Продолжается тренд на вертикальный контент. Да, то есть людям сейчас, в принципе, больше всего нравится вертикальный контент абсолютно разный. То есть через этот формат люди просвещаются, обучаются, там, и читают, в том числе на видео, поверх видео, да, какие-то субтитры там, и прочее. Поэтому вертикальный контент остается и набирает свою актуальность. А с точки зрения СМИ, мы сказали про более плотную интеграцию, бесшовное потребление контента с сайтов, то есть можно будет в социальных сетях, да, не отходя от кассы, читать без лишних переходов куда-то на внешние ресурсы, читать контент с вашего, допустим, сайта. Да. Так, вот это интереснее. Это что такое? Ну, С вот видео мне все понятно с минуты. Так можно, всплывающие окна, которые просто не уводят пользователя в какую-то другую в браузер, да, некомфортную среду. Потому что когда человек там сидит ВКонтакте, он зачем-то туда пришел, и ему комфортно находиться там. Вот. И поэтому такой тренд тоже. Но тем не менее он генерирует условную единицу трафика создателю. Вин-вин. Вин-вин, отлично. Тогда о подписчиках. С трафиком все понятно. Как сегодня завлекать аудиторию в социальных сетях? Кем нужно быть? Многие же говорят о том, что нужна экспертность, но вот не получается у меня быть экспертом в какой-то либо области. Смотря что мы обсуждаем. То есть в случае с новостями, да, нужно... Ну да, давайте разобьем, что вот отдельно бизнес, условно, те же самые новости, отдельно личный бренд. На самом деле, я бы не сказал, что экспертность — это что-то из инфотематики, да, такой, не всегда даже экологичный, да, инфобизнес. А здесь скорее нужна какая-то индивидуальность. То есть нужно вызывать эмоции и нужно делать так, чтобы люди запоминали какие-то, то есть делать какие-то крючки, да, и давать такую пользу, чтобы человек за ней возвращался. Тогда будут подписчики, тогда будут охваты, аудитория и все остальное. Если мы просто как бы делаем так, как просто нравится нам, и нам кажется, что это идеально, и вот все должны это смотреть, это не всегда так. Надо все-таки обращать с оглядкой на аудиторию, делать любой контент, неважно в какой он нише, и давать какую-то ценность. Потому что мы абсолютно за все в этой жизни рассчитываемся, неважно, деньгами, временем или еще чем-то, да. И человек в интернете тоже, листая вот эти короткие ролики, посты и другой контент, они тоже моментально, благодаря нашему мощному довольно мозгу, да, принимают решение, есть в этом в контенте какой-то смысл. То есть здесь два кита вот этого вот успешного контента, успешной генерации подписчиков, польза и ценность. Да, эмоции, ну вот польза, ценность, Третий, эмоции. да, плюс-минус одно и то же, я бы выделил эмоции и ценность. Эмоции могут быть и негативные в интернете, тоже хорошо Это генерируют. тоже эмоции. Но это не всегда честно. Дизлайк тоже эмоции. реакция, да. Николай, я предлагаю поговорить еще немного про ВКонтакте. Не за горами новый 2025 год, про тренды понятно. ВКонтакте сегодня целая экосистема, включающая в себя не только социальную сеть, но и там и знакомства есть, и различные объявления, даже мини-игры. Казалось бы, уже есть все. Какие еще планы? Но я, к сожалению, не смогу спойлеры такие лишить работы коллег. Вектор развития. Чуть-чуть не уполномочен. Мне кажется, что вектор понятен в общем и целом. Если вы еще не пользуетесь ВКонтакте по какой-то причине, мы знаем, что такие люди в Якутии есть, то зайдите и вы увидите эти тренды своими глазами. Да, к сожалению, больше подробностей дать пока не могу. Ну хорошо. Здесь надо следить за анонсами наших Хорошо, тогда компании. мы будем следить за анонсами вашей компании. Вы сказали, что, возможно, еще не все люди в Якутии знают, что такое ВКонтакте. А как вообще дела с узнаваемостью ВК в регионах? Да, все неплохо. Здесь какой-то тоже сейчас быстрой статистики не дам, но аудитория есть, да, вы присутствуете у нас на площадках, у вас есть аудитория, значит, все идет как надо. Мы тоже работаем над тем, чтобы количество аудитории в регионах, в том числе отдаленных,
от центральной России росло. Вот, допустим, если мы говорим все-таки о среднем возрасте аудитории. Вот вы в самом начале сказали, что те, кто раньше считался условной школотой, простите за жаргон, они уже выросли, сидят сегодня здесь. Какая возрастная аудитория, какая возрастная группа? Или опять же там невозможно подсчитать? Ну, то есть Сугубо. на самом деле, как бы у нас весь ассортимент возрастных сегментов есть. Да, конечно, как и везде, преобладают ну, глобально, да, это женщины там, 35+. Но это не значит, что сидят там только они. То есть всех возрастных сегментов хватает. Есть и детский контент на площадке, и интеллектуальный, сложный, взрослый, длинный. Там видеоконтент, поэтому здесь так что-то конкретное выделить, что только на эту аудиторию можно работать, да, потому что она есть, нельзя. Николай, вот вы еще сами сказали о том, что нужно адаптироваться, то есть вот эти вертикальные видео, короткие, по большей части до минуты, они прекрасно заходят на ура, но все-таки традиционные медиа, они же про большие выпуски, про большие длинные видео. Как с этим обстоят дела? На самом деле сейчас все сложнее удержать внимание. Да, и что такое как бы большие длинные выпуски? 35-40. Это набор каких-то инфоповодов, да, каких-то новостей, там, рубрик и всего остального. Если в телевидении человек, ну, кстати, в телеке тоже может человек там переключить канал, да, если он вдруг потерял интерес. А в интернете гораздо больше направлений, куда можно уйти, да, увидев какой-то там контент, который тебе не очень заходит. Поэтому вполне допустим формат, если вы 30-45-минутную программу, она у вас, в принципе, по какому-то сценарному плану, согласитесь, и блоком идет. И если каждый блок упаковать в отдельное видео и сказать, что это из программы такой-то, то есть это вам даст в конечном счете больше охват, да, и привлечет один ролик, потащит один удачный повод, потащит за собой другой, да, и в конечном итоге вы получите гораздо больше охвата, чем просто выложить один большой длинный ролик, потому что сейчас действительно такое количество контента, такая конкуренция, и мы с вами конкурируем не только среди СМИ, мы конкурируем с другим развлекательным контентом, с другими развлечениями вообще в целом. И вообще со всем, что есть ВКонтакте. Со всем, что есть, да, повсюду, никогда не знаешь, что тебе нас. предложат. Да. Да. И поэтому здесь важно переупаковываться, использовать все возможности контакта с аудиторией, и это дает наибольший результат, наибольший охват. Николай, в заключение спрошу, я понимаю, что вы немножко в этом плане, наверное, ангажированы, но если бы ваш контент ВКонтакте в условном или в социальной сети не был, так скажем, сугубо профессиональным, о чем бы был ваш блог? Про что бы вы хотели рассказывать? У меня есть... Не профессиональный, не про аналитику, там, не про продвижение в медиа. Ну, у меня сейчас блог для души про нейросети. Про нейросети. Да, потому что, кстати, вот нейросети тоже один из трендов. Все СМИ сейчас озадачиваются тем, чтобы нейросетевые инструменты интегрировать в работу, да, чтобы ее немножко упростить. Вот я об этом. У меня есть блог моей собаки. Ух ты! Вот такой развлекательный, корги. От лица собаки. От лица собаки, да, конечно. Вертикальные клипы с собаками. Это, ну, конечно, не котики, но тоже неплохо собирают. Вот. И вот есть нейросети. Мне кажется, можно вообще самые успешные такие микроблоги, если у вас есть какое-то хобби и вы им там на постоянной основе занимаетесь, то можно спокойно даже для себя просто начать вести какой-то блог и какие-то отдельные, там, не знаю, работы, точки, рассказывать о процессе. И это имеет успех, даже если там соберется 1000 человек, которая будет супер вовлечена и будет там поддерживать ваши интересы, или даже какие-то там люди, которые поддерживают и тоже увлекутся, это уже добавляет какую-то, ну, доп. Ценность, да, потому что все равно люди, когда там что-то делают руками, коллекционируют, им все равно хочется, чтобы кто-то это увидел. И вот в этом плане соцсети и блоги помогают развиваться. Ну что ж, я уверен, что помогать развивать соцсети и блоги поможет и наш форум «Цифровой алмаз». Впереди еще 2 интересных дня. Николай, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наш вопрос. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.